Так, а сейчас у нас в гостях самая молодая группа, участник нашего концерта, группа Dead Frogs. Привет, ребята! Несмотря на то, что группа довольно юная, молодая, они уже много концертов отыграли. Недавно у них вышел первый релиз, полноценный, полноформатный альбом, который можно послушать на всех цифровых площадках. Кроме ВК. Кроме ВК. Но завтра будет лучше, чем вчера. Расскажите, как начался ваш путь, как вы собрались, как познакомились, как началось вот это вот все? Ну, в общем, сел я как-то, и тут Таня мне говорит: спускайся. Когда я дома сидел в комнате. А, это началось с доширака, что ли? Да. Ладно. Я спускаюсь, а у ее подруги день рождения проходил. Я такой, ну, я за компанию тогда. Потом я смотрю, кто-то в стороне держится, очень странный человек, похож на какого-то хиппи. Такой: ты кто по жизни, кто ты по масти? Говорит. Ну, чел, я обычный, на барабанах играю. И я такой: так, дай-ка свой номер. Попытка познакомиться. Я планирую создать группу. Такой, ну хорошо. Потом разговорились, и все пошло. Потом я пошел искать второго участника. Я был на дистанционном обучении тогда. Мне краем уха слышу то, что там что-то на Новый год нужно что-то там сыграть или что-то такое. Пятерку мне по физике поставите, если сыграю? Говорит: да, конечно, вот прямо сейчас поставлю. Смотрю, на стриме она возглу ставит мне пятерку по физике. Я такой, ну все. Ну вот Новый год проходит, детский утренник. Я чуть настроиться не могу, выхожу, чтобы настроиться нормально. И... Я смотрю, вы подготовились. Нет, просто нас все спрашивают, мол, как вы познакомились. Мы каждый раз одну и ту же историю рассказываем. А дальше продолжается история с нас, с меня и с моих одноклассниц. Выходим мы из одного места под названием туалет. И видим то, что сидит вроде девочка, вроде мальчик. Мы сперва вообще не поняли, кто это. И играет на гитаре. Да, красивая девочка с гитарой. Такая худая. Да. Блондинка. И мы такие... Бежите к Данилу. Да, мы бежим к Данилу. И говорим ему: там на 3-м этаже какая-то Тяночка сидит, играет на гитаре, иди подкати ей. А дальше... Я подошел, подкатил. Оказалось, это ни черта не девочка. Оказалось, что это маэстро Афанасий. Он снимает домаску такой. И... Да. Вот так все и было. Почему я стою на вокале? Потому что просто Афоня в один момент такой, типа, ты петь умеешь? Я такая, да, умею. Ну все, теперь ты в группе. Приходи в воскресенье, что-то там. Ну вот, собрались мы так, потом, мы еще нашего бывшего басиста нашли очень прикольным образом. Стойся. Это произошло в ДМе. Я пришел, я вижу человека, прям, он зовет меня. Он меня конкретно не зовет, но мне показалось, он зовет меня. Он включился. Я подошел ему, я ему предложил оливье. Я думаю: оливье хочешь кушать? Он сказал: нет, я не голодный. И опять... И опять: кто ты по жизни, кто ты по масти? Погнали в группу. Он такой: ну хорошо. И в итоге у нас стало 3 гитариста, а нужен был басист. И такой: ну ничего, научишься. То же самое, просто 4 струны чуть потолще. Ну вот, потом пошла первая репетиция. Тут. Ой, долго сидели на этой первой. Самое главное то, что я вообще не вдуплял то, что какие-то там абонементы что-то платить. Мы месяц не платили абонементы чисто. Мы месяц не были даже зарегистрированы, мы просто врывались такой, вроде никто не репает, ну значит репаем. Вы настоящий панк. Да.
Мы сидели там 3-4 часа и очень долго Да, и играли. никто- И очень плохо. А потом пришел Кирилл и такой, Не, ну, а вы кто? А вы кто? И Да-да-да-да. как там? Типа, Никакой типа, самодеятельности, работаем. только по системе. И мы такие, мы сначала подумали, вообще капец, Мы какой очень злой сильно чувак. испугались, да. Потом мы пришли, оплатили... у нас басист слег в больницу. да-да-да-да. И мы, типа, месяц не играли. После этого, мы заплатили абонемент и начали что-то играть и делать. Кирилл такой врывается в белую и говорит, сегодня выступаете. Мы такие, ой, ладно, хорошо. Вообще поздно вечером в было? какой-то рандомной школе. 21-я школа, там, как там, коммунарские сборы. Да-да-да. Там. Ну, Нас выступили. очень тепло встретили. Очень Это было тепло, очень нас вообще хорошо, там все принялись обнимать, брать какие-то автографы, а потом нас буквально через день-два позвали На скулрок. Мне кажется, так пишутся биографии легендарных групп просто. Я только что как будто прочитал книгу, вернее, послушал аудиокнигу. В общем, я недавно заходил в ваш паблик в ВК, читал, что вы там пишете, и там был пост, в котором вы спрашиваете у ваших подписчиков, что, по их мнению, отличает вас от других. Я это запомнил, и теперь я вам задам тот же вопрос. А вы сами как думаете, что вас отличает от других групп города Якутска? Энергия. Энергия. Нам все отвечают энергия, Да. вайбы. Я не знаю, у нас с самого Чисто начала рандомно был какой-то. какой-то коннект. В плане мы сразу друг друга начали понимать. И как бы так год, и вроде пока не было никаких разногласий вроде. Да, Афоня, он самый просто человек, то Афоня. самое яркое пятно, мне кажется, в нашей Да-да-да. группе. Везде. Везде Афоня. На всех концертах Афоня звезда. Да, все сразу такие, Афоня, Афоня, Да, Афоня. да, да, да. Я помню на одном концерте, когда Афони вообще слышно не было, и там вообще слышно было только Данила, к нему подходят фанатки такие, вау, ты так классно играешь. А вы другие участники группы не ревнуют такой популярности? Да нет. Я ревную. А Данил? Да, он ревнует. Да. А так, Все время, как же я... Научись играть, ставя гитару на шею. Лучше ногу на бас-бочку поставить. ну еще прикол то, что мы раздеваемся почти на каждом концерте. Точнее, не я. Сегодня у нас была здесь Люция из группы Паника. Я ее спросил, какая ее любимая группа в городе Якутске. Она сказала, что честно, эта группа Dead Frog самая потенциальная и самая крутая группа. Вот что вы об этом думаете? Что вы ей на это ответите? Мы С любовью. с любовью, да. Спасибо, Люция. А так, на самом деле, я что и думаю, вы так думаете? Мол, что, это как бы странно. Я обычно об этом не задумывалась особо. Мы тоже об этом, Да. мы не задумываемся об этом. Мы играли всего лишь год, и был просто слишком высокий рост, и все надеются, что наша группа, она прям будет прям вообще звездой. Всякое такое, Я тоже надеюсь. Серьезно, все надеются. Немножко тяжелый груз на плечах. Постараемся. Мы очень постараемся. Да, но мы слишком быстро взросли как-то. И как-то все друг друга полюбили. Мы, в общем, как друзья, очень складные. Мы друг к другу очень эмоционально связаны, так скажем. Мы беспокоимся за друг друга, общаемся с друг другом просто так в жизни. С нами, очень приятно проводить время с такими людьми. Да. То есть не просто группа, мы уже часть семьи. Да. Я завидую. У меня такого нет, к сожалению. А почему вы решили назвать группу именно так, как она называется? Мы же пришли в эту репетиционную. Постой. Афоня, расскажи. Я в деревне сижу, смотрю направо, там лежит шапка-лягушка. И я такой, ну чё, Dead Frogs? Не-не-не, суть-то была не в том, мы сначала были некрофилами. Мы сперва были некрофилы. Огурцы. Вообще самое первое название, Маринованные это огурцы. The Phoenix Kid. Да. Это такой набор набор Феникса из игры одной, Apex. Вот. Расскажите, как проходила запись вашего релиза? Может быть, были какие-то веселые истории в процессе? Ой, очень долго, очень муторно. Мы все так уставали после школы, приходили сразу. И просто... было очень сложно, потому что сразу после школы, после консультации приходишь, запись. Знаешь, ты перед этим в школе, такой, я сейчас иду на запись альбома. Да, это было очень круто. Да. Или просто уходишь с консультации, у меня сейчас запись альбома. Да, знаете. По звуку, конечно, получилось такое себе. Потому что... Вы же панки, это нормально. Разве нет?
Ну, мы просто максимально очень мало вложили в этот альбом в плане денег. Да, и на кстати. запись тоже. И то вообще с наших карманов лично ушло очень мало денег. Нам все донатили наши друзья, знакомые. Круто. В этом альбоме, получается, барабаны были не особо живые, потому что они были чисто на приложении сделаны, вот. И я подумала, то, что там нету моей души, как и Афонины, в принципе. Ну, мне кажется, да, песни не очень звучат без живых барабанов. В следующий раз потратимся на живые Зато, барики. если ты их слышишь на концерте, то ты такой, Да, вау. да. Ну вот как раз у нас так логично один вопрос в другой перетекает. Я хотел спросить, какие у вас дальнейшие планы? Есть ли планы улучшить саунд, записать новые треки? Да, есть. Что вы вообще дальше планируете как группа? Вы планируете вот покорить Якутск? Или у вас есть планы дальше куда-то ехать, идти что-то делать? Мы, кстати, Дальше Поделитесь. Санкт-Петербург. Да, тут хотели сделать. Дальше А, Санкт-Петербург. когда в России, если... Но это пока что единственный, ну вот прям пик для нас. Это вообще офигеть будет, если такое все-таки случится. А так, ну, я думаю тоже, что из ближайших планов... второй альбом, что-то другое по звучанию, потому что нам... Ну, многие говорили о том, что песни друг друга Одинаковые. очень похожи, и ну, мы как бы будем менять, стараться развиваться более еще, чтобы песни звучали прикольнее, круче, да, Сколько у вас сейчас треков всего? 5. Да, 5. считай 5, потому 5 что там готовых. одна не доделана. 5 готовых, а так у нас просто кучу заготовок, кучу разных и металл тем, и мидвест, и вообще мы куда-то, и вообще мы далеко-далеко уезжаем со всеми этими жанрами. Последний вопрос. Назовите топ-3 причины, по которым люди должны захотеть прийти 24 числа именно ради вас на этот концерт. Голые! Ну, у нас... Голые секс-символы Да, восьмиклассниц. у нас очень интересные гитаристы, они очень прикольные и интересные, у них классные вайбы. это 2 гитариста. Нет, это первая причина, то что, во-первых, да, во-вторых, мы очень классно звучим, послушать наши Вживую песни именно. вживую, это просто, всем очень нравится, все очень хотят еще раз ходить на наши концерты. И третья, последняя причина о том, то, что это же Холбон, ребята, как бы, это история. Четвертый Холбон, да. Туда как бы, если не пойти, это, не знаю... Совершить ошибку. Да, Кому? я совершила ошибку и не пошла на первые 2 Холбона, это очень Да, грустно. там были все имя твоей бывшей, там... Ошибка. Я там очень сам, скучаю да, по да, имя да, твоей ошибка. бывшей, так хочу их вообще послушать Сам на его. Эдди Бохлет пришел. И Elements of the Dust тоже очень хочу послушать, просто обожаю якутские группы, просто супер. Какая любимая? Имя твоей бывшей, Автоголы мне нравится очень, мне еще кто нравится. Elements of the Dust тоже очень прикольные, а Лукмас просто покоряю его. Да. Покоряет меня. Покоряет меня. Ну, Данилу нравится 103. Кто еще? Годикульт. Годикульт. Вы не шарите за дапсы. Дапсы, Кутурар прикольные. Ну, много таких групп. Фуга тоже вообще кайф. Я их не слушала, кстати. Вот 24 числа будет Да. Да, я послушаю. Напишите в комментариях, кто хочет полноценное полуторачасовое интервью с группой Dead Frogs и их смешными историями. Если, не знаю, будет сколько-то лайков, давайте сделаем на 1,5 часа интервью вообще спокойно с вами. Серьезно? Да, Давайте. да, давайте. Ура, победа, давайте. Набираем 5. Спасибо большое, группа Dead Frogs. Увидимся с вами 24 числа на Холбоне. И вам большое. Вам тоже. Да, все, от души. Пока. Пока.